Уважаемые участники круглого стола, позвольте начать наш разговор с обсуждения актуальнейшей темы, касающейся состояния правовой системы Абхазии и перспектив ее гармонизации с законодательством Российской Федерации. Вопрос эффективного правового регулирования, формирования развитой правовой культуры и совершенствования юридической системы играет ключевую роль в успешном и устойчивом развитии любой страны. И для Абхазии, стремящейся к интеграции и процветанию, это задача особой важности. Сегодня Республика Абхазия проходит важный этап активного становления своей государственности, сопровождаемый сложным процессом создания самостоятельного правопорядка и функционирующей судебной системы. Именно поэтому правовое пространство Абхазии характеризуется рядом специфических особенностей. Процесс построения независимой правовой системы сталкивается с необходимостью преодоления наследия советского законодательства и разработки оригинальных правовых норм. Сложности возникли в выработке сбалансированных подходов к различным отраслям права, начиная от уголовного и заканчивая гражданским и административным правом. Но среди позитивных достижений следует отметить, это постановка вопросов системного подхода к разработке законов, признание необходимости выработки единой правовой платформы и начало активизации работы по подготовке кадрового резерва юристов и правозащитников. Процесс сближения правовых систем Абхазии и России начался сразу после признания независимости Абхазии Российской Федерации. Первые попытки синхронизации законодательства начались в 2008-2010 годах, когда начали разрабатываться первые законопроекты, приближенные к российскому опыту. Затем были предприняты шаги по унификации гражданского, семейного законодательства, уголовного процессуального права и налогообложения. Постепенно началась активная работа по созданию судебной системы, близкой по структуре и функциям к российским моделям. Сегодня достижение высоких уровней правовой гармонии между Республикой Абхазия и Российской Федерацией обеспечено следующими факторами. Полноценное функционирование Конституционного суда, общей юрисдикции и арбитражного суда, постепенное формирование нормативной базы, отвечающей современным экономическим реалиям и интересам предпринимательства, утверждение принципов верховенства права и разделения ветвей власти. Однако гармония не достигается мгновенно, требуется продолжительная, постоянная работа по внедрению прогрессивных правовых моделей, способных эффективно решать актуальные задачи современного общества. Для успешного продвижения правовой системы Абхазии необходимо решить следующие задачи. Завершить разработку комплексного пакета законов, охватывающих сферы гражданских, уголовных, трудовых и земельных правоотношений. Продолжить модернизацию административной и уголовной юстиции, обеспечивающую прозрачность и независимость. Наладить эффективное обучение кадров для правоохранительных органов и системы правосудия. Обеспечить широкое распространение знаний о правах и обязанностях граждан, углубление правовой культуры населения. Важно поддерживать активное сотрудничество с научными институтами и исследовательским центром России и Абхазии, изучающими новейшие тенденции и практику зарубежных стран. Учитывая актуальность интеграционных процессов, ключевым элементом юридической стратегии Абхазии становится тесная кооперация с российским правовым пространством, и следующие направления становятся первоочередными. Это дальнейшая разработка нормативной базы, обеспечивающей социальную справедливость и устойчивость правовой системы, постоянное обновление методов и инструментов правотворчества и правоприменения, совершенствование гражданского оборота и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. Именно интеграция и гармонизированное развитие позволяет укрепить национальную экономику и поднять качество жизни граждан. На сегодняшний день процесс гармонизации законодательства Абхазии с Российской Федерацией достиг значительных успехов и сделан важный шаг на пути построения современной правовой системы, отвечающей потребностям общества и государства.
Перед руководством республики стоит задача продолжить начатые преобразования и закрепить достигнутые успехи, а также учитывать новые вызовы и возможности, возникающие в процессах развития. И в качестве конкретных предложений для практической реализации можно выделить: это необходимость обеспечить привлечение к работе экспертов из различных областей права, представителей государственных органов, научного сообщества и гражданского общества, обеспечить широкое информирование населения о принимаемых законах и нормативных актах, а также о правах и обязанностях граждан, создать платформу для обмена мнений, обсуждения проблем и выработки рекомендаций по совершенствованию правовой системы, внедрить электронный документооборот, создать базы данных законодательства и судебной практики, а также обеспечить доступ к правовой информации через интернет, выявлять пробелы и противоречия в законодательстве, а также оценивать его влияние на развитие экономики и социальной сферы. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Время ограничено.